Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Выйдете ли вы замуж за того, за кого хотите? Будет ли между вами официальный брак? Загадайте, пожалуйста, на себя и на своего любимого человека. Представьте вас вместе и задайте свой вопрос. Пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ну, я думаю, все уже увидели ответ, но кто не увидел, вот он. Видите, меч поднятый вверх и два человека. Да, меч — это правосудие, меч — это официальное заключение брака, меч — это документы, это решение и вот узаконивание, да. Меч поднят вверх — это да, если бы был опущен вниз, это было бы нет. У вас стопроцентное да. Тот, на кого вы загадали, сразу говорит: вы точно поженитесь, вы точно будете мужем и женой. Хоть сейчас у вас не та обстановка, да, либо есть какие-то проблемы, но будущее однозначно, замуж вы выйдете. А еще мне очень интересно, почему показали мужчину справа, а женщину показали такой прям птицей красивой, но слева. Вот это интересно. То ли у вас такие роли будут в семье, что мужчина будет и за мужа, и за жену, ну а может быть это его отношение к вам в браке и ваше будущее в браке, да, где вы такая райская птичка, украшение дома, да, украшение жизни мужчины. Мужчина прям пыхтит, старается так, чтобы все какие-то неприятности, да, либо бытовые вопросы именно на нем лежали, но ни в коем случае на вас. Вот здесь показано в сегодняшнем дне какая-то неразбериха, напряжение, даже могут быть ссоры, даже могут быть какие-то обиды между вами. Как будто бы вы не то чтобы к браку идете, наоборот, как будто бы разлад в отношениях. Но это не так, это не так. Это просто у вас такой вот период, когда вы столкнулись с определенными трудностями. И трудности не только у вас в паре, но и внешнего характера трудности. Вы идете на работу, получаете там стресс, вы несете его в дом, одно на другое накладывается, да, и у вас тоже могут быть из-за этого напряжение именно в отношениях. Женщине кажется, что мужчина избегает, любым путем избегает сделать вам предложение, либо узаконить ваши отношения. То есть вы уже тут и намекали, и открыто, наверное, говорили, а он все что-то там молчит, бурчит, либо убегает от разговора. Но он хочет жениться на вас, он об этом мечтает. Он хочет посадить дерево и вместе с вами его посадить. Но его что-то смущает. Больше, знаете, на что похоже? На материальный момент, да, вопрос с деньгами. Он все время думает о том, что он не потянет, финансово не потянет. Не знаю, может, у него проблемы в бизнесе, либо на работе какие-то проблемы. Почему-то ему кажется, что финансово не потяну, опростоволосюсь, опозорюсь, она меня бросит, она скажет: ты типа там ничего не можешь, иди гуляй, я себе там побогаче найду, посостоятельней. И у мужчины даже какие-то мысли ехать куда-то далеко, зарабатывать деньги. Может, он вам об этом говорил, что давай я куда-то там уеду, заработаю деньги, будет нам там на дом, на свадьбу, на все дела. Но ехать ему не надо, потому что дорога, вот куда он хочет поехать, это плохое место. Там... Ой, не хочется это говорить, но скажу все-таки, да, он и особо денег не заработает, и еще здоровье может потерять. Я не пугаю, это общая отсыпка, да, но если ваш мужчина говорит, что вот я поеду, заработаю, не пускайте. Не нужно ему туда ехать, не нужно. Это плохое решение, это неправильное решение. Вот. По поводу денег,
наверное, у всех так, да, деньги есть, денег нет. Если работать, если стараться, если поставить себе цель, то все будет, все будет. Тем более я вижу, что вы женщина очень умная, у вас такие классные креативные идеи, вы во много чем разбираетесь. Вот если вы будете мужчине подсказывать, буквально его так вот мягко направлять, то благодаря вам мужчина очень много может заработать, да, неплохо зарабатывать будет. Сейчас еще кое-что хочу посмотреть. Ну вот про деньги, да, про деньги, про страх. Да, основная причина, почему он не делает вам предложение, почему вы официально не заключаете брак, это все-таки деньги, видите, деньги, рыбы. Думает, что вот удача, везение его закончится, либо то, где он сейчас там деньги зарабатывает, и потом столкнетесь с такими серьезными проблемами, что вы его точно бросите. Да, лучше уже не начинать, чем потом я буду брошенным мужчиной, разведенным мужчиной, чем я ее потеряю. Никакой другой женщины у него нет, вернее, любви к другой женщине точно нет, желаний к другой женщине точно нет, только вы для него. Да, он тоже мечтает о браке, но, видите, он более какой-то материалист, наверное, да, либо он, в принципе, нормальный мужчина, который думает о материальной стороне жизни. Что вы знаете про его финансы? Все ли у него в порядке? Что у него какие-то есть кредиты, долги, о которых вы не знаете, и они его тяготят, потому что он на вас не хочет это все вешать, да? Может быть, но ехать ему никуда не надо. Поедет, денег не заработает, но здоровье потеряет. Так ему и скажите. Он вас послушает, он вам верит, он знает, что вы просто так говорить не будете, и все, что вы говорите, оно сбывается, он это знает. Уже не раз такое было. Так, сейчас еще вашу сторону хочу посмотреть, ваша сторона. Вы понимаете, что это ваш мужчина, вы точно хотите за него замуж, да? Вы понимаете, это ваш медвежонок. Потому что вы его, кстати, так и называете, медвежонок. Да, вы хотите за него замуж, вы знаете, что все будет хорошо, да, что у вас будет счастливая семья. И для вас важен именно статус, да, быть женой. Не просто быть любимой женщиной, не просто там быть вместе, жить вместе, а именно быть женой. Для вас это архиважно. Да, надо это до мужчины доносить. Знаете, что я еще вижу? Я вижу вот эту вялотекущую ситуацию между вами, а потом я вижу, что что-то произойдет. Какая-то ситуация произойдет, очень неожиданная ситуация, которая буквально спровоцирует брак, да? Не подведет, но подтолкнет к тому, чтобы вы по-быстрому официально оформили документы, либо быстро и оформили и сыграли свадьбу. Что-то произойдет, как ситуация такая, вот не могу понять, с чем связанная, как необходимость, да, необходимость быть в официальном браке. То есть без этого нельзя, да, либо без этого что-то может плохое случиться. И мужчина посчитает это знаком, скажет: это знак свыше, что нужно жениться. И буквально не вы, но он вас потащит в ЗАГС, да, оформлять документ. И, кстати, у кого-то еще отыграется, что вы будете денежку давать, чтобы прям максимально быстро вас расписали, да, быстро. Почему-то мне идет, что вот роспись, да, быстро роспись идет, а потом у кого-то наспех и свадьба будет, а у кого-то свадьба будет прям совсем потом. Но опять же, да, вы все разные. Что-то спровоцирует. Сейчас я попытаюсь посмотреть, что спровоцирует. Что спровоцирует? Почему будет так быстро оформлен брак? Тут какие-то документы, законы, правила. Что-то, вот знаете, с законами, с правилами. Тут книга и письмо. Знаете, официальный брак – это как крайняя мера, либо спасительная мера, мера, которая помогает чего-то избежать, либо наоборот что-то получить, обрести. Допустим, да, в вашем регионе открывается программа по поддержке молодых семей и дают там на льготных условиях жилье молодоженам. А вы хотите, вы давно мечтали о своем жилье, вы бегом в ЗАГС, оформляете документы, идете, подаетесь на эту программу.
Может быть, вы куда-то и уезжать будете. Допустим, мужчина получит предложение уехать куда-то, да, либо родственники там приглашать будут из-за границы. А как он вас повезет? Вы же ему просто гражданская жена, да? Поэтому по-быстрому вы заключите брак, чтобы это как приглашение было оформлено уже и на вас, и на него, потому что вы член его семьи. Но вот есть какая-то необходимость. И, кстати, по этим документам еще необходимость может возникнуть, если вы забеременеете. Вот чтобы ребенок как в браке, да, родился. Что-то идет такое. Вы все разные, у каждого будет по-своему. Но это какие-то официальные документы, потому что там был медведь, письмо. Надо, так надо, вот, понимаете? И надо срочно будет. Из-за чего-то, либо благодаря чему-то. Вот. И мужчина буквально вас хватает и через плечо, и куда? И в ЗАГС, бегом, галопом. Заключение официального брака. Вы как-то еще быстро очень документы получите. Почему-то мне идет прям очень быстро, быстрее, чем другие люди получают. Но вижу, что деньги будете за это платить. Но мужчина будет платить за скорую регистрацию, за оформление документов. Он будет платить деньги. Тут уже, знаете, счет пойдет не на дни, а даже не на часы, а на минуты пойдет счет. Вот настолько быстро вам нужно будет расписаться. Вот так вот, мои хорошие. Вот. Случай поможет. Вам поможет случай, 100%. Каким будет брак? Счастливым. Тьфу-тьфу-тьфу, дай Боже, будет счастливым. Я это вижу, я сразу вам это говорю. Во-первых, показан дом. Во-вторых, показана полная чаша. В-третьих, показана женщина, ну, как райская птичка, да? Беззаботная, легкая, живет в свое удовольствие. Ну, какой может быть брак? Счастливый, конечно, мои хорошие. Даже если сейчас вам в это слабо верится, но брак все-таки будет счастливым. И еще я вижу, что именно в браке мужчина по-настоящему раскроется. То есть у него есть какие-то невидимые путы, которые не позволяют ему что-то вам говорить, что-то для вас делать, как-то себя проявлять. Да? Вот что-то есть. Что-то есть. Когда вы вступите в брак, когда он прям почувствует, что вы его женщина, вы его жена, да, все официально, вот эти путы, они как будто бы исчезнут. Он так расслабится, он, ну вот, настоящим станет, да, больше не будет бояться проявлять свои чувства, не будет стесняться проявлять свои чувства. И вот я вижу, что ему прям очень-очень сильно захочется, чтобы, ну, у вас какая-то была особо благополучная семья. Может, он сам из неблагополучной семьи, может быть, он, ну, мало ли, там, не с полной семьи, что-то есть, да. И вот он захочет, чтобы в вашей семье все было идеально. И он будет, вот знаете, и день, и ночь пахать, работать, стараться, корпеть над тем, чтобы была идеальная картинка семьи. Но не только идеальная картинка, сама по себе семья была идеальной. То есть вы его сейчас любите, но когда вы выйдете за него замуж официально, я вам скажу честно, вы его еще больше тоже полюбите. Сейчас он для вас хороший, а в браке он просто будет каким-то идеальным. Ну и сразу вам предупреждение. У вас голодные подруги. Голодные. Ну не значит, что они там голодают, да, кушать хотят. Хотя, может, на диетах сидят и голодные. Но вот в плане мужчин голодные. Скорее всего, там либо мужчины такие у них были не очень, либо разведенные, либо, ну, такие вот, знаете, ожидающие, да, своего счастья. И вы, пожалуйста, со своими подругами личную жизнь свою там не сильно обсуждайте. И лучше молчать, да, пусть они сами додумывают. Ну, обычно как? Если молчит, значит, рассказывать нечего, да, значит, все плохо. Ну, можно успокоиться. Чем вы будете там их домой приглашать, будете показывать, как вы живете, что вам мужчина дарит, что он там делает в доме, как он вам помогает. Вот это плохо, потому что начнут завидовать, начнут лезть в отношения, кто-то там жаба задушит, да, а кто-то решит, о, мужик хороший, надо его отбить, да, там жена не стенка подвинется. Понятно, что всякое в жизни бывает. Даже самые близкие подруги могут предавать и могут покушаться на счастье подруги. Вам тут вышел совет не пускать на порог
своих женщин, да, подруг женщин. Общение иметь через девятку. Пусть будет тройка, но через девятку. Девятка — это как бы завершение цикла. Поскольку общаться с подругами только где-то, вне дома, да, своего мужа ни на какие там женские посиделки не таскать. Не надо вам ни с кем дружить семьями, понимаете, не надо. Пусть у вас будут какие-то другие нейтральные друзья, семьи, там, друзья, просто мужчины, женщины, друзья. Но вот ваши подруги в сегодняшнем дне не должны часто переступать порог вашего дома. В принципе, не должны переступать порог вашего дома, потому что они голодные к счастью, к любви. И кого-то жаба начнет душить, кто-то начнет откровенно завидовать и вредить, а кто-то попытается вашего мужчину увести. Увести не уведет, но нервы вам попортит. Оно вам надо из-за какой-то женщины ругаться. Оно вам совершенно не надо. Поэтому лучше не пускайте. Пусть девятка будет между вами и вашими подругами. И да, больше молчите, пусть додумывают, пусть считают, что вам нечего рассказать, либо у вас все плохо, и вы стесняетесь рассказать, чем они вам действительно будут завидовать. А то вы, смотрите, и красивая, и счастливая, но не переживут они этого, не переживут, вот серьезно говорю. Пусть не все, но есть такие женщины в вашем окружении, которые способны на гадость. Вот 2 точно способны. А если вы одну впустите, то и вторая узнает, да, то и третья узнает. Поэтому не стоит оно того. Берегите свое счастье. Пусть ваше счастье будет лично для вас. Для вас, для вашего мужа, для ваших детей. Но никак не для всеобщего обозрения. Да, бывает такое, что когда человек счастлив, ему хочется делиться своим счастьем с другими людьми, да, показать, что «ох, я счастлив, у меня такой прекрасный период в жизни». Но вам нужно этого избегать. Ни с кем ничем не делитесь и прячьте свою любовь. Счастье любит тишину. Это должны быть золотые слова. Где-нибудь себе их там напишите, чтобы вы каждый день их видели. Да? Счастье любит тишину. Это очень важно. Мне нравится ваша отсыпка, несмотря на то, что сейчас вот так все очень странно и туманно. Но вот случай, вам поможет какой-то случай. И официально будут оформлены документы. Мужчина и так этого хочет, но у него, видите, вот есть комплекс по поводу денег. И даже если вы сейчас вот сядете с ним и начнете говорить, что там не надо денег, не надо свадьбу, он не согласится, потому что в его понятии должна быть там шикарная свадьба, классная квартира, дорогой ремонт, там, чтобы все было дорого-богато. Да? Вы его не переубедите. А вот случай поможет. Поможет с этим упрямцем справиться, и он сам потащит вас в ЗАГС, и очень быстро вас распишут. Свадьбе быть 100%, да, официальному заключению брака точно быть. Ну и счастливой семье, тут дай Боже, тоже быть. То есть это, вот она, ваша судьба прям показана, как ни крути. Все показано, все прорисовано. Вы, главное, не нервничайте и дождитесь этого счастливого случая, неожиданного случая, и все исполнится, все будет. А в будущем, когда вы уже будете мужем и женой, девочки, вы с мужчиной своим не спорьте, а лучше, как я уже сказала, да, мягко направляйте. Мягко. Вы умеете, не мне вас учить, вы умеете, вы знаете, о чем я говорю. Делайте так, и вообще проблем не будет. И мужчина вам будет по гроб жизни благодарен, да, что вы такая умная женщина, его там подсказывали, вдохновляли. И вы будете довольны, потому что мужчина и при деле будет, и при деньгах, и любить вас будет. Все нормально будет. Все будет нормально. Так, и еще. Возможно, это слишком ранняя информация, но тем не менее я вам скажу. Мужчине не мешайте время проводить с детьми. Возможно, у вас ребенок родится, да, и вот он потянется к ребенку, пусть делает. Пусть даже неправильно, но делает. Вы его мягко просто научите, как правильно, и все. И также, если у этого мужчины есть ребенок, допустим, от предыдущей жены, в предыдущем браке, может, и не в браке ребенок родился, тоже не мешайте им общаться. Не ревнуйте, не мешайте и денег не жалейте на того ребенка. Это очень важное условие вашего счастливого будущего. Потому что дети ни в чем не виноваты. Да? Дети не виноваты, то, что там родители
там, не знаю, переспали, разлюбили друг друга, да. У ребенка должен быть отец, и это его святой долг ребенку помогать, да, участвовать в жизни ребенка. Если у вас родится свой ребенок вместе с этим мужчиной, просто некоторые из вас уже как не хотят, уже внуков скоро, да, возможно, либо свои дети взрослые, то вот если родится ребенок ваш общий, вот он будет пытаться помогать, да, как-то время проводить. Пусть делает, пусть там и ночью встает, и памперсы меняет, и купает, пусть делает. Просто подсказывайте, как правильно, да, и не отгоняйте его от ребенка, это очень важно. У него в первый год жизни, да, формируется связь с ребенком. И если его не подпускать к ребенку, то связь будет такой, знаете, лагающей. А если он будет всегда рядом с ребенком, то и так оно и будет. Он очень прикипит сердцем к ребенку. То есть у матери любовь безусловная. Мать родила этого ребенка, сразу включился материнский инстинкт. И то не у всех и не сразу, кстати, включается. А вот у отцов с этим сложнее. Там больше через тактильность идет. Поэтому тоже вам совет я дала. Так, мои хорошие, все понятно, все ясно. Как говорится, счастливый брак по судьбе вам показан. Советы дала, ситуацию объяснила. Берегите себя, будьте счастливы. И мужчинка у вас что надо. Тьфу-тьфу-тьфу, дай Боже каждому. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.